Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года для львов. Карта недели. Семерка червовая. Это отношения, это работа, это финансы. Удача недели, проблема недели, совет недели. Семерка червовая. Карта, которая говорит о том, что будут очень важны вопросы вашего продвижения. Это может быть прибавление в семье, это может быть рост на работе, это может быть рост денежных доходов. Это может быть ваше просто личное развитие в плане профессионализма. В общем, везде, где вы можете как-то подняться, вырасти, улучшить свое положение, увеличить какой-то объем, допустим, там денег или знаний или еще чего-то, это вот все отлично для львов на неделе. Замечательное время для семьи, для того, чтобы там те, кто болел, выздоравливали, для того, чтобы находились какие-то там способы лечения, если вдруг серьезное какое-то заболевание. И вообще вот эта карта, она связана с судьбой, то есть просто судьба улыбается вам, идет навстречу. Если вы растете, то и судьба вам идет навстречу. То есть здесь от нас тоже очень многое зависит. Здесь мы тоже очень влияем на свою судьбу. То есть это как раз та самая часть судьбы, которая зависит от нас. И если мы как бы выполняем эту часть, то есть мы меняем свою судьбу, то и как бы все силы Вселенной, они идут нам на помощь, навстречу и так далее. Вот такая вот неделя у львов очень даже серьезная, кардинальная и судьбоносная, когда мы можем сами влиять, причем на то, что происходит в нашей жизни. От нас зависит наше будущее. Теперь отношения. Восьмерка червовая. Карта говорит о том, что есть возможность встретить человека, который, так как-то у нас мутно, есть возможность встретить человека, который вам по душе, по судьбе. Это, давайте дополнительно посмотрим. Да, этот человек, скорее всего, либо уже закончил отношения, в которых он сейчас находится, или в разводе, или, может быть, только планирует закончить эти отношения. Да? То есть он, скорее всего, еще сам в таких сложных обстоятельствах и в сложном эмоциональном состоянии. Да? И вот здесь как бы вы сами решаете, нужны ли вам, нужен ли вам такой человек рядом, да, который сам еще не разобрался с собой. То есть, может быть, просто вы сейчас пообщаетесь, а потом ваше общение сойдет на нет. А может быть, эти отношения продлятся, если это действительно человек ваш. То есть, карты не рекомендуют отказываться от знакомства, но не надо спешить и строить каких-то далеко идущих планов, даже если вам кажется, что человек вам прям очень сильно подходит. Для тех, кто в паре, туз трефовый говорит о том, что есть возможность в браке, вернее, в отношениях перейти на серьезные отношения. Если вы еще пока не в браке, то это заключение брака, предложение. А если у вас нет детей, то, может быть, вы решитесь на беременность, на роды и так далее. Или, может быть, еще какие-то важные у вас здесь события происходят, которые касаются вас двоих. Но вообще эта карта очень хорошая, которая говорит о том, что ваш партнер и вы очень хорошая пара. Если говорить вот о каких-то более мелких значениях этой карты, то здесь могут быть какие-то сюрпризы очень приятные от вашего партнера. Может быть, какой-то подарок, который он как бы не афишировал, да, то есть он что-то сделал в тайне и вот порадует вас на этой неделе.
Также это карта ответственности взаимной. Могут возникать вот такие вопросы на этой неделе. Если вот брать как бы в отрицательном смысле эту карту, да, то могут возникать вопросы вот взаимной безответственности. То есть вы обещали друг другу что-то, да, и вдруг сейчас не в состоянии это выполнять или не хотите это выполнять, да, и вот здесь вот могут быть сложности по этому поводу. Поэтому вообще вот карта рекомендует не ссориться. Карта рекомендует сглаживать все углы. И если, допустим, что-то было обещано, все-таки нужно выполнять. Потому что, ну, как бы на этом все и держится. Да, вот на этом держится семья, на этом держатся отношения и так далее. То есть здесь вот как бы нужно как бы решить вопрос в пользу пары, в пользу отношений, в пользу семьи. Работа. Здесь у нас выпадает 8 бубновая для тех, кто в поиске работы. Карта говорит о том, что у вас есть все возможности наконец-то приобрести ту работу, которая вам желанна, которая вам нравится. Причем это может быть даже что-то такое, что вы и не мечтали. То есть это даже лучше, превосходит все ваши ожидания. Причем здесь будет реализация такая самая максимальная для вас, с обучением, с повышением, с дальнейшим. То есть какая-то совершенно новая дверь для вас открывается. Кстати, если были какие-то сложности, проблемы вот по поводу поиска работы, все, они прекращаются, да, и уже вы к этому не возвращаетесь. Так, ну, кстати, вот хочу сказать еще дополнительно по этой карте, что от вас многое зависит. Инициатива здесь нужна. Шанс дается, но за реализацию шанса только вы отвечаете здесь. Теперь для тех, кто работает или у кого свое дело. Король трефовый. Карта говорит о том, что могут быть какие-то неясности, задержки, промедления. И, кстати, обман тоже может быть. Да? Обман очень серьезный. Кстати, вот по этой карте бывает. Так. Вот здесь, скорее всего, так будет дело обстоять. Вы привыкли действовать по какой-то привычной схеме, а вам нужно менять сейчас все, да, то есть нужно менять подход, нужно менять способы, может быть, даже менять клиентов, и, в общем, все абсолютно, да, и вы, может быть, какое-то время находитесь в ступоре или не понимаете просто, как вам это реализовать. Но карта говорит о том, что все очень быстро должно наладиться. И вот самое важное, вот на этом периоде непонимания не заключать никаких договоров важных, сделок. Потому что вот здесь как раз может быть обман, здесь может быть просто какие-то ошибки очень серьезные. То есть пока нет ясности, карта говорит, ничего делать не нужно. Только когда уже вы четко понимаете, представляете, как все обстоит, да, четко видите, только тогда действовать. Для тех, у кого зарплата 10 бубновая, говорит о том, что вы как раз можете получить либо информацию о зарплате, либо, может быть, даже уже и деньги придут, но не так просто деньги вы получаете на руки, а на карту. Да? Здесь вот у нас они такие виртуальные. Теперь 9 трефовая говорит о том, что здесь придется очень много работать за деньги. То есть, может быть, даже непривычно много. То есть, если раньше вы, допустим, чтобы заработать 1000 рублей тратили, там, я не знаю, там 5 минут, то теперь это может быть там 3 часа, допустим, или еще что-то вот в этом роде, да, когда вот у нас сроки увеличиваются, а работы становится больше, денег меньше. А также карта говорит о том, что деньги могут приходить от любимого дела, от хобби, от какого-то творчества, допустим, от продажи изделий творческих каких-то. А теперь удача у нас валет червовый. Карта говорит о том, что удача нас ждет тогда, когда у нас в душе покой, когда у нас есть взаимопонимание с близкими людьми, когда у нас есть друзья, поддержка и помощь, когда мы сами стараемся заботиться о своих близких, вот в этом удача. То есть самое главное здесь все-таки не деньги и не работа у львов, а любовь. Может быть, просто очень много тут хлопот и сложностей, связанных с работой с деньгами, и можно забывать о
о близких людях, об отношениях, которые нужно выстраивать, которые просто так сами не строятся, да. И вот карта напоминает, что все-таки удача не в деньгах, удача не в работе, а именно в любви, в близких людях, в заботе и так далее, в доме. Теперь проблема. Проблема король червовый. Карта говорит о том, что если вы планируете продажу, покупку недвижимости, нужно быть очень осторожными. Во-первых, здесь у нас вот могут быть действительно какие-то ошибки и в документах, и сознательные какие-то ошибки, обманы, да, и манипуляции. Здесь могут быть какие-то задержки и так далее, и так далее. То есть вот проблема может быть в покупке, продаже недвижимости. Но также проблема может касаться и вот отношений в семье, как я говорила, да. Может быть, какое-то время даже не хватает там, допустим, средств, денег на семью, или, может быть, какие-то перебои там с работой, тоже это все отражается на отношениях. То есть, ну, здесь вот может быть такого рода проблема. Ну, и также это родители тоже. Может быть, здесь нездоровье или еще что-то такое. Ну, в общем, нужно заботиться о своих близких, о своем доме. И совет у нас на эту неделю львам валет бубновый. Карта говорит о том, что нужно предпринимать какие-то решительные действия по жизни. Вот здесь вот нельзя оставаться в пассивности, здесь нельзя откладывать какие-то важные дела. Если только объективно у нас есть причина, да, допустим, действительно какая-то неясная ситуация, нужно немного подождать, прояснить, а потом только решать. Но все-таки, как только проясняется, нужно обязательно вот эту решительность проявлять. Также карта связана очень часто у нас с транспортом. Если, допустим, собирались продавать, покупать, это хорошее время для этого. Если нужно куда-то поехать недалеко, да, допустим, по городу, да, то вот карта говорит о том, что, допустим, вы с помощью этого зарабатываете денег или решаете какие-то вопросы, то это тоже очень как бы нужно на этой неделе. То есть какие-то вот такие поездки, такая активность, связанная с движением, нужна. Также карта может говорить о потерях, если мы как-то резко себя ведем, да, настраиваем против себя там коллектив, руководство, близких людей и так далее. То есть здесь нужно быть осторожными со словами, с критикой и с эмоциями какими-то лишними. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго и до новых встреч.